Ақшам шерифлерiniz хайырлы olsun, студияда Айша Шулакова. Келіңіз, yayınımızны эссас мевзулардан башлайық. Миллиард рублелік объект. Мы вернули 200 миллионов аванса. Ахмеджетте Хохлалар театрыны не вақыт құрып бітірежеклер. Эршей Қырымсакилері үшін яна объектлер құрылмасына да 200 миллиардтан зияде рубле. Порядка 270 объектов уже завершено, и порядка 280 объектов сейчас находятся в активной стадии реализации. Федераль мақсадлы программа амелеге кечірілуі ақында Қырымның құручылық ве мемарлық везірі Михаил Храмов тариф әті. Пандемия дәвірінде елбаш. Отсутствие новогодней ночи и корпоративных мероприятий – это 50% всей декабрьской выручки. Қырым бизнесі яны сынырланувларны насыл енежек. Бюрократия ве инсафсыз тыш қызметчілер. Афсуски. Сонки вақыт бұл чоқ вақытқа созылған құрыжылықларының сық раскелген себеплерідір. Ахмеджетте құрулайатқан балалар için театраль санат меркезі де бойле вазиетке оғрады. Аман-аман, миллиард рублелік объект тап 2018 сененің сентябрь айында құрып башланған еді. Тыш қызметші контракт бозылды. Мудетлер вақыт сүріле. Қоқлалар театрының актер ве режиссерлары исе вақытынжы Русдрама театрында çalışалар ве яны бинаны беклейлер. Санат меркезінде бала сеслері не вақыт эшітілежек. Бұсалге жевап невбеті келевхамызда. То, что было неотъемлемым в наше детство, но что-то осталось сейчас. Вот пирамидки, они до сих пор, по-моему, не изменились. Заводные курочки, куклы, да, вот мишки, неваляшки. Бойынжақларны уйкен нәсілге айт олғанлар яқшы таныйлар. Шымды оларны Джани Радари язған «Путешествие голубой стрелы» адлы елбаш саналаштырылуында құланалар. Бұ Франческо оғланчы қақында икәйе. Бала енді 2 елдан берлі бақшысыз қала. Коқлалар театрының тақымына Москвадан келген режиссер Наталья Пахомова ярдым әте. Хотим попробовать создать световой занавес. Все это будем перекрывать для того, чтобы сделать именно чудо, чтобы отсечь артиста как бы светом, и чтобы зритель видел только объект. Қырым академик Коқлалар театрының актер ве режиссерлары 3 жыл девамында кичик залда çalışмаға мечбурлар. Оларны Русдрама театры давет етті. Мы с нетерпением ждем этого момента, когда, в общем, откроется занавес, ну, условно скажем, занавес, потому что на малой сцене здесь занавеса нет, но, в общем, когда произойдет эта долгожданная встреча. Театрның жарты қазайы бинасыны тап 2 ел евелсі йықтылар. Оның ерінде есе балалар үшін театраль санат меркезіні құрып башладылар. Кешкен сененің декабрь айында бітірмеге сөз берілген еді, ләкин мүдетлер вақыт сүрілді. Sonra есе тыш қызметші құручылық мейданыны қалдырып кетті. Пайтақтымыздың тамам юрегінде құрылып бітмеген иншаат. 1 миллиард рублелік объект. Инсафсыз шirketlerinin işini açıq aydın көстерген нөміне. Құручылық шымдылық тоқтатылды, тыш қызметчіге низбеттен жинайы иш açıldı. Енді 200 миллион рубле аванс параларыны қайтарып олдылар. Есть нарушения по противопожарным лестницам, нарушены противопожарные требования, есть незначительные нарушения. В конструктив нужно будет вносить изменения в плане прохода инженерных коммуникаций через несущие конструкции. Но я считаю, это все решаемо. Тікленілечек бала меркезінің бинасы 5 қатлы олачақ, ерасты паркинг құрылачақ. Эсас кырыш горки соғағындан олачақ. Мұнда сквер ве байрамлар үшін кичик мейдан яратылачақ. Балар театр бинасына емді 100 ве 300 кишілік серчилер залларына қимет кесіп олачақлар. Бұ есе серчилер үшін бұйық зал. О 300 адамны сығдыра білежек. Мұнда земаневи донатмалар олачақ. Атта сцена трансформер. Бинанын тыш көрініші эйкел өрнеклер, декоратив карнизлер ве барельефлер или яраштырылачақ. Бұ земаневи бала меркезі олачақ. Русейде оның аналыклары да yok. Театр ішінде актерлардан ғайры яш истидатлар да иштирак ете білежеклер, олар үшін театраль студиялар açılacak. Здесь будет находиться ЦХ, здесь будет находиться гримерная, здесь будет находиться комнаты отдыха, здесь будет находиться площадки для репетиций, тут будет возможность уже театру полноценно производить в одном месте спектакль. Вы видите, здесь будет большое фойе, где можно будет проводить утренники, новогодние праздники и другие мероприятия. Шымды балалар үшін санат меркезінің яны проекты тізіле, әнді ишанчылы тыш қызметші де тапылды.
Так как положительное заключение по проекту и по смете было получено еще в 2017 году, сейчас ведется корректировка смертной стоимости для того, чтобы привести в текущий уровень цен. Соответственно, уже в 2021 году мы планируем выйти повторно из экспертизы для того, чтобы заключить контракт на продолжение строительно-монтажных работ и завершить работу, соответственно, возобновить работы. Sanat merkezinde bala sesleri 2022 senenin dekabr ayında eşitilecek. Kırımda federal maksadlı programma obyektlerinin kuruculuğuna bu yılı ayrılgan 66,5 milyar rubleden endi 53 masraf edildi. Bu 82%. Endi esas maksat hepsi işlerini yanvarının 1'ine kadar yeklenmek. Yani Kırım nasıl tüklenilgeni haqda Cumhuriyetimizin kuruculuk ve mimarlık veziri Mikhail Храмов tarif etti. Михаил Михайлович, здравствуйте. После воссоединения Крыма с Россией полуостров существенно преобразился, стал всероссийской стройкой. Только в текущем году на реализацию федеральной целевой программы выделено порядка 67 миллиардов рублей. Сколько из этих средств уже израсходовано и на какие показатели республика выйдет к концу года? По состоянию на 30 ноября у нас порядка уже 82% от выделенных средств освоено. И есть уверенность, что мы освоим порядка 98-99% выделенных средств. И при этом еще часть выделенных средств вернем в федеральный бюджет в качестве экономии по результатам завершенных строительством объектов. На каком этапе сейчас строительство объектов ФЦП, какие из них уже введены и какие ведут в эксплуатацию до конца года? Всего в ФЦП 623 объекта. Порядка 270 объектов уже завершено, и порядка 280 объектов сейчас находятся в активной стадии реализации. При этом в текущем году по плану-графику мы должны ввести в эксплуатацию 69 объектов, 29 из которых на сегодня уже введены. Остальные практически на 100% завершены, и мы либо уже находимся на стадии итоговой проверки в Министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора, либо в Ростехнадзоре, либо заходим на итоговую проверку на следующей неделе. У нас есть риски по 6 объектам, поэтому в самом худшем случае мы, к сожалению, не введем из 69 объектов 6, но мы их введем в следующем году. Помимо ФЦП есть и другие масштабные проекты, например, как демография и образование. На каком этапе их реализация? Всего в рамках нацпроекта «Демография» мы должны построить 8 детских садов. Один из них мы уже ввели в прошлом году в Симферопольском районе. 5 введем в этом году. Их строительная готовность на сегодня 97%. И как раз вот на следующей неделе мы заходим на итоговую проверку в Госстройнадзор. И один детский сад в городе Керчь мы сейчас строим. И вот его по графику декабря 2021 года тоже мы уверены, что мы его введем. По нацпроекту образования мы должны построить 3 школы. Одну школу мы уже ввели в прошлом году, также в Симферопольском районе. Одну школу в Бахчисарайском районе мы введем в декабре этого года. Также у нас есть уверенность, там строительная готовность порядка 97%. Работают на объекте на сегодня 250 человек. Слава богу, погода нам позволяет. Мы закончим благоустройство и даже выполним озеленение. И одну школу мы введем в 2022 году. Несмотря на положительную динамику, в Крыму есть еще и 17 недостроенных детских садов. Вот я знаю, что с недобросовестными подрядчиками уже расторгнуты контракты. Удалось ли вернуть аванс и какое будущее ждет эти объекты? Все эти объекты под контролем. На все объекты определены подрядчики, которые выполняют обследование технического состояния конструкций и выполняют корректировку проектно-сметной документации. Один детский сад мы уже начали строить, это детский сад в Белогорском районе, детский сад «Ягодка». И 16 детских садов мы приступим к строительству в первом-втором квартале 2021 года и введем в 2022 году. Все эти объекты на сегодня обеспечены финансированием в полном объеме, и по всем у нас есть уверенность, что мы завершим корректировку проектно-сметной документации в первом квартале следующего года. Вы часто выезжаете на объекты с инспекциями, работаете напрямую с подрядчиками. Как помогает в решении насущных проблем такой формат? Я сам строитель, я там с 2002 года
скажем так, на линии, начинал с должности прораба, и меня учили всегда, и я уверен, что это так, что пока ты не выйдешь на объект, пока ты не пообщаешься с начальником участка, с директором, с рабочими, ты не поймешь, что на самом деле происходит. Когда выезжаешь на объект, тогда много нового узнаешь. Платят или нет заработную плату, имеются ли нет задолженности у подрядчика перед поставщиками оборудования или материалов, как подрядчику работается с заказчиком, имеются ли какие-либо проблемы у него в этом отношении, все ли у него хорошо с проектной документацией. По фотографиям зачастую, когда присылают отчеты, объект практически идеальный, все закончено, выезжаешь на объект, смотришь, там и сети не закончены, и с другого ракурса, если посмотреть, то совсем другая ситуация. Когда идешь на доклад главе или председателю Совета Министров, конечно, не гоже докладывать с фотографий. Я пока сам не съезжу на объект, я стараюсь не докладывать. А помогает ли такой контроль со стороны главы республики и правительства? Конечно, помогает, потому что не все подрядчики, к сожалению, реагируют на замечания заказчиков. Необходимо иногда ездить самому и их убеждать в том, что надо усилиться. Но и на мои замечания и убеждения также не все подрядчики реагируют. А вот когда уже доложишь главе республики, и зачастую он вызывает к себе в кабинет этих подрядчиков, то, конечно, эффект сразу молниеносный. Так по нацпроектам еще буквально неделю назад на школе в Маловидном было 120 человек. После того, как подрядчика я пригласил к Юрию Михайловичу Гаценюку, на сегодня там уже 250 человек. Конечно, без помощи руководителя республики сложно добиться таких результатов. В начале следующего года в рамках ФЦП приступит к строительству новых очистных, а также к реконструкции старых. Какие это будут объекты и в каких регионах Крыма? Мы уже строим часть очистных. Это очистные сооружения в поселке Оленевка Черноморского района, это очистные сооружения в Коктебеле, это Орджоникидзе в Феодосии. Приступаем к строительству в следующем году уже к запроектированным объектам. Это очистные в поселке Ленина Ленинского района. Запроектировали уже Кос-Утес в поселке Утес. Новые объекты, которые в ФЦП включены, это 13 объектов, в основном это реконструкция, это канализационно-очистные сооружения южного берега Крыма. По 2 объектам мы уже получили положительное заключение экспертизы и в следующем году начинаем строить. 11 объектов мы приступаем в начале следующего года к проектированию. Знаем, что сегодня в Крыму непростая ситуация с водоснабжением, и ваше министерство непосредственное участие принимает в реализации крупных мероприятий. Что это за объекты и решит ли это проблему с водоснабжением в столице Крыма, а также в Симферопольском районе? Сейчас активно строим водовод от Бештарек-Зуйского водозабора до города Симферополя. Мы планируем рабочий пуск воды 18 апреля следующего года. Протяженность этого водопровода 21 километр, диаметр 500 миллиметров в 2 нитки. Также в этот объект входит насосная станция и обустройство самого водозабора Бештарек-Зуйского. В настоящее время Крымгеология осуществляет бурение 5 дополнительных скважин. При этом уже разведанные запасы на этом водозаборе 11,5 тысяч кубов, и уже на водозаборе имеются 3 пробуренные ранее скважины. После завершения работ Крымгеологии всего будет на этом водозаборе 8 скважин, которые нам необходимо будет обвязать, построить резервуары чистой воды и с помощью насосной станции доставить эту воду в город Симферополь. Еще раз повторюсь, 18 апреля мы уверены, что мы воду пустим. Помимо этого, нашим подведомственным учреждениям, нашим государственным заказчикам по ФЦП в настоящее время загружена в экспертизу документация по технико-экономическому обоснованию использования межгорного водохранилища, которое ранее питалось за счет Днепровской воды. На сегодня мы рассматриваем возможность заполнения этого водохранилища из различных поверхностных источников и подземных. Рассматривается и река Кача, и Салгир, и река Бельбек. Поэтому по результатам экспертизы руководством республики и Министерством экономического развития Российской Федерации будет приниматься решение о целесообразности либо нецелесообразности включения в федеральную целевую программу дополнительных объектов. Что из знаковых объектов ввели недавно и какие объекты еще планируете
ввести в эксплуатацию к концу года? Ввод в эксплуатацию больницы Семашко – это самый ожидаемый объект в этом году. Мы его ввели в этом году, и скоро она уже начнет принимать первых посетителей. Также из 4 детских садов, которые мы должны в этом году ввести по программе ФЦП, мы уже один ввели, это детский сад на улице Беспалова в Симферополе. Еще 2 детских сада, объект номер 1 и 2 в микрорайоне Крымская Роза, мы введем буквально в течение 2 недель. И еще один детский сад, село Ивановка Сакского района, также в течение 2 недель будет введен в эксплуатацию. Это из самых ожидаемых, самых значимых объектов, которые курирует Минстрой. Ну и трасса Таврида, которая уже на сегодня построена, по которой уже, вы знаете, запущено движение, также ожидается ввод в этом году. Я знаю, что Министерство транспорта вместе с Ростехнадзором активно работают, там проводится итоговая проверка, но ждем тоже. Спасибо большое за интервью. Спасибо вам. Азизлер ері, 30 жылдан сон Қырым мүфтилігінің мүлкетіне Ахметжітте Варовского еді адресі бойынша ерлешкен топрақ дамардасы қайтарылды. Бұл ер Азиз Салғыр Баба деп адлана. Мұнда 17 асырның дини мутефікірі дефін етілген. Бұл инсан адамларны тедавилей еді. Она ярдым сорап, чоқ вақыттан берлі бала тапып олмаған қадынлар келеді. Оларны Салғыр Баба дувалар ве Азиз Сувнен тедавилейді. Вифат еткен сонысы оның қабыры Азиз ер олды. Бұл чоқ елар девамында бақылмаған ерге чевірілді. Бұл ақта Наджия Исаеваның левхасы. Азиз Салгир Баба адлы қабыр Қырым пайтақтымыздың мерkezінде ерлеше. Қарт урметли мумин еді деген фікір бар. Оның мезары яндай велері Азиз чоқырақ бар еді. Оның суы инсанларны тедавиле еді дейлер. Bir zamanlarda mukaddes sayılgan yer şimdi viranege çevrildi. Asırlar evvelsi ise Aziz Salgir Baba Müslümanlar ve başkalar için acılık yeri edi. Aziz yer bakılmagan ve Kırımda tarih cihetinin dikkatka layık abidege oşamay. Oktyabr inqilabınaca bu yerde mukaddes kartlı mezarı var edi. O yüksek taş divarının koralı edi. Geçken asırın 30. seneleri ortasında onu yok ettiler ve bu yerde ticari nokta açıldı. O vakittan beri bu iki sotka yer çok sularını meraklandırdı. Obyekt inşaatlar arasında joyuldu. Bir talay, çöplük, pıtak ve taş obaları kabir yeri çöplük obasına çevrildi. Этот вопрос возник не сегодня, не вчера. Это с начала 2000-х годов. Первое решение было получено о передаче 2009 года, но были определенные причины, в связи с которыми мы не могли оформить данный земельный участок в собственность Духовного управления мусульман Крыма. Ekspertlerin sözlerine göre abide medeni, tarihi ve turistik cihetinin kıymet taşı. Bundan gayrı onun dini taraftan mühimligi de büyüktür. Onun için obyektini kaytarmak için kureş yıllarca alıp barıldı. Lakin tek 30 yıldan son maksatga erişmek mümkün oldu. Çözülmemişse kaysı bir konfessiyanın meselesi bilsinler ki herkes bunu bilsin, burada yaşayanlar. O herkes için sıkıntıdır. Çünkü bizler hepimiz yaşadığımız tek bir topraktır, tek bir gemidir. Yaldadığımız onun için bizler hepimiz birimizin sıkıntımız varsa hepimizin sıkıntımız olmalıdır. Aziz Salgir Baba 17. asırdan beri mukaddes yer dep sayıla. Rivayetlerge göre o dindar adam ve asket edi. Duvalar okumak için kart Salgır boyuna kelip çam terekler osken tena yerde yerişeydi. Ona yardım sorap çok vakit bala tapıp olamagan kadınlar keleydi. Olarını Salgır Baba duvalar ve Aziz Suvnin tedavileydi. Çokusu Kırımlılar dertlerine derman olur dep alada mında çeşit okuma parçalarını kaldıralar. Şimdi damartanı resmileştireler ve teritoriyanı esapka alalar. Этот вопрос решался еще с украинского периода, порядка 30 лет. Тем не менее, достаточно быстро по поручению главы администрации мы смогли решить вопрос передачи земельного участка, и обращение, то есть если поступило к нам в августе, то уже 26 ноября вышло постановление о передаче земельного участка. Yakın vakitte Aziz Salgir Baba teritoriyasına temizlik geçirmeye niyet var. Sonra abadanlaştırıp işler başlanacak. Mında eski inşaatlarını yıkmağa, kuru ot ve çöplükten temizlemeye ve dülber ösümlükler saçmağa planlaştıralar.
So'nggi 5 yil ichida aqlimizga bile kelmagan cho'q şey olib keçti. Eki esas obyekt qaytarildi. Bu zincirli medrese, ya'ni Mengli Geray qurgan universitetning binosi. Uning kirish qapisi ustida timsol tashigan zincir herkesga belli. Ikkinchisi ise Ismail Gasprinskiy qurgan bino. Anda bir vaqtlari o'quv odalar, kitobxona, laboratoriya, so'ngra ise muzey oldi. Şimdi Qrim muftiyligi hokimiyatining beraberlikda diniy kompleksning qolgan binolarini va ona boqqan obyektlarni qaytarmak üzerinde qo'llaridan kelgani qadar tirishadilar. Bundan da g'ayri musulmonlar bir zamonlarda Taxtalı Cami ve Baxchisaray medresesi yerleşken teritoriyani qaytarib oldilar. Alacak şeylerimiz de bayağı var bizim kaytarılıp. İnşallah onların da sevinçini, kıvançını görecek millet olarak. İnşallah bizim ardımızdan gelen nesiller de bizler gibi kıynalmazlar. Hazır o binalara ibadetlerine, insanları, misafirlere kabul etmek için güler yüzlü onları kabul etmeye onların çaresi olacaktır. Qrim muftiyligi bu yo'nalishda faol ishini devam etdi. Cumhuriyet yo'lboshchisi Sergey Aksionovning qo'l tutuvining Qrimda unutilgan madaniy tarixiy obyektlar yavaş-yavaş canlandirilan. Ama en esası shuki, musulmonlarga muhim obyektlar qaytariluvidan g'ayri da yanılarni quralar. En buyuk Juma jamini dindoshlarimiz 12 yildan ziyada bekledilar. Ishlarni ise tek 2015-sene Qrim Rusiyaga kechgan so'ng boshladilar. Butun Sharqiy Avropada en buyuk kocaman obyekt 5000 kadar adamını sığdırabilecek. Dekabrның 31-ni çoxusu adamlar sabırsızlıqla bekleyler. Emde bu tek bayram donatılgan sofra ve nara teregi ile bağlı değil. Bu sade olmagan. Sınıflarının tolu 2020 senesi tezce bitmesini bekleyenler çok. Sonunda bu yıl bizge da nasıl sürprizler hazırlar acaba? Toplu tedbirler, oturuşuvlar ve korporativler olmayacak. Covid hiç geri kayıtmay. Aksine antirekordlar arta. Dekabrның 20-den yanvarның ortasına kadar Kırım'da hepsi toplu merasimler lağu etildi. Yılbaşını kahvehane ve restoranlarda karşılamağa imkan olmaz. Cemaat toplangan yerler saat 10'da kapalmak gerek. Hastahanege uğramak ya da bayram günlerini evde, koranta azaları ile geçirmek her bir kişi özü seçebilir. Асоле мио, күнешім менім. Эркезге таныш Неаполитан еріні дүнияда бірден бір Qrim татар театрының артистлері ижра етелер. Трио эсерінің итальян табиатына қошма түз бере. Оркестрінің соло ижрачылары ве çalgıcылары бір механизм кыбы. Дүния жебелі хитлерінің репетициясы кырыш одада кече. Бұл вақытынша қолайсызлықлар çok beklenilген Капиталь Тамиратқа бағылы. Мы очень ждем нашего любимого, дорогого зрителя. Несмотря на все ограничения, мы будем соблюдать меры безопасности. Декабрның 20-сынден Qrimның театрлары эвелки иш низамына қайтажақлар. Devamlı антрактан сон Мельпомена хизметчилері сержилерінен көрішмеге азырлар. Yakın yerde teatr aktörleri da repetisiyalarını keçirelер. Mirametlik kavı spektakli tekrarlana. Bu premier sanalaştıruf yalınızlıq, yaxşılıqны anlamagan balalar ve her şeyini bağışlagan ana sevgisi hakkında. Мы готовы порадовать наших зрителей, будем с удовольствием их ждать, как наших детей на сказку, так и взрослых на спектакль «Мираметля Эва». Ну и, конечно же, финальная часть будет этот праздничный концерт. Toplu kezintiler ve korporativler olmayacak. Da hiç bir vakit yanı yıl böyle sakin kelmegen edi galiba. Antirekord Covid statistikası öz kaydelerini belgiley. Dekabrның 20-den yanvarның ortasına kadar Qrim'da hepsi toplu merasimler ve akşam oturuşuvlarını lağu ettiler. Bu mecburi içereler. Bu adım binlerce adamını hastalıktan kurtarabilir. Kino bakmak için maska giymek, popcorn avtomattan seans devamında haflı mesafe. Emde seanslarının vakiti eksilecek. Endi kinoteatrlar akşam saat 10'gaca çalışacaklar. Zal doluluğunu ise 50% yerine 30%'ga eksiltecekler. Мы надеялись на то, что в новогодние праздники мы сможем наверстать то упущенное, что возникло за период простоя. И естественно, что эти 30% это очень мало. Мы готовы благодаря социальной дистанции сделать так, чтобы это было хотя бы 50, 30. Это... Если так будет лучше для наших зрителей, то естественно, что мы на это согласны.
это большая трагедия для всех отраслей. Ресторанларның сайыплары жиди зарар этечеклері де шимдіден белі. Ақшамондан саба 8-гече жемат ашап ішкен ве эгленген ерлер қапалы олачақ. Ясақ емді йылбаш байрамлары күнлеріне дарқала. Йылбаш ақшамыны ресторанда кечірмек мүмкін олыр. Лекін тек онға қадар. Мұндан сон эркес ерлі еріне қайтмақ керек. Büyük şirketler endi toplu keçirilgen bayramlarını ləğu ettiler. Çünkü Rospotrebnadzor idaresinin qaydaları boyunca bankette en çok 50 adam toplanması mümkün. Onun için korporativlerini dekabrının 20-sine keçirmege ve çok adam toplamamağa tırışalar. Отсутствие новогодней ночи и корпоративных мероприятий – это 50% всей декабрьской выручки. А в декабрь в Симферополе – это самый активный месяц. Поэтому будет тяжело, но мы выживем, если нас не закроют совсем. Bayramlarını çoxtan berli alıp barğan Aydar Yakubov öz yılbaş iş cedvelini tap көзде tızı başlaydı. Lakin bu sene her şey başkaca oldu. У меня даже в этом году было забито, откровенно говоря, в ноябре. Меня просили с 25 по 31 работал бы, но уже не работаю. Остается один корпоратив, это и то до 20 декабря. Ну, конечно, это бьет по карману. Kırım'ın otellerinde ve şifahanelerinde kış vakitinde rahatlanuf yasak etilmey. Ama yılbaş gecesi toplu merasimsiz geçmeli. Sınırlanuvlarga bakmadan yılbaş bayramı ləğu etilmey. Paytaxtımızın merkezi meydanında endi narat teregini yerleştirip başladılar. İnformasyon hafta böyle keçti. En aktual haberlerini terkamilet.ru saytında ve içtimai ağlardaki resmi akauntlarda seyretiniz. Efirde görüşkence.